Фарида Мухамедовна, конечно, особенный человек, яркий, патриот своего дела, человек, который, очень точно можно сказать, учил всех нас работать, быть приверженцем своей идеи, быть заинтересованным в решении тех вопросов, которые связаны с объектами историческими, с объектами культуры. Мы с ней много раз говорили о создании и работе научно-методического совета. Она часто мне давала советы и рекомендации, как лучше выстроить работу в том или ином случае. И, наверное, то трепетное отношение к истории, культуре, какое было у нее, не каждый из нас может похвалиться таким отношением. Я думаю, что в память о ней мы сегодня обязаны продолжить ее работу, продолжить жить в режиме сохранения объектов, и это очень важно. И я думаю, что очень правильно передать слова глубокие соболезнования родным, близким Фариды Мухамедовны и в целом всем тем, кто был рядом с ней. Сегодня мы понесли большую утрату, невосполнимую. Таких людей, вот говорят, незаменимых людей не бывает. На самом деле незаменимые люди есть. Вот к таким относится Фарида Мухамедовна Забирова. Мы сегодня ее провожаем в последний путь. И я думаю, что Казань, ее наследие и городская интеллигенция осиротели. Мне очень трудно сейчас говорить, потому что таких людей, не просто специалистов, все пишут, она была классный специалист, я ее знала как человека. В последние годы она была моей наставницей. И у нас было очень много впереди совместных планов. И очень жалко, что она от нас ушла. Пусть ей там будет хорошо на небесах. И спасибо всем, кто ее будет помнить, любить и скорбить о ней. Разрешите начать гражданское. Мне кажется, ключевое слово, которое питало всю жизнь моей сестры, и все вы прекрасно знаете, это ключевое слово «любовь». Любовь к городу, любовь к республике, к стране, к работе своей. И я думаю, что эта любовь ко всем вам, кто здесь находится. Я думаю, все вы ощутили ее любовь. И вы прекрасно знаете, как она расцветала, когда она получала ответные чувства. И я думаю, что она сейчас рядом с нами присутствует. Фарида Мухамедовна нам была как мать, каждому из нас заботилась, очень помогал, как профессионал, как человек, как друг. Вместе с нами сегодня скорбит вся страна, не передает свои соболезнования. И Московский, Российский федеральный ВАПИК, Общество охраны памятников и правозащитные организации всей страны, Московский Архнадзор, мне все звонили. Все вместе с нами переживают эту тяжелую утрату, потому что Фарида Мухамедовна всем помогала, всем бескорыстно давала советы, консультировала города, экспертов, реставраторов. Простите нас, Фарида Мухамедовна, что мы вас не уберегли. С Фаридой просто, я скажу. Мы вместе учились, у нас были одни учителя, преподаватели, и она пошла тропой сохранения истории, я пошел другой тропой. Вот. Но, тем не менее, мы, как коллеги, нас объединяет только одно – любовь к искусству, как архитектуры. Все, она это. Можно добавить? Она была первой из татарских женщин председателем Союза архитекторов за 500 лет. Вы представляете, что это такое? Первая татарка-женщина такого грандиозного масштаба. И сохранение вот этой слободы, все, что мы видим, это ее творчество. Понимаете, какая сила и мощь была? Мы когда ездили с ней в Ригу в 2008 году,
вдвоем на Всероссийский съезд архитекторов России. Она выступила на 3 языках в этом латышском сейме в Риге на 3-й день. Она сказала по-русски, по-татарски и по-латышски.